Подкаст «Герои нашего времени» или «Как мы дошли до жизни такое». Разбираем ключевые события и тренды, сформировавшие нашу реальность. Пытаемся понять, почему мы живем, работаем и думаем именно так, а не иначе. Добрый вечер всем участникам. Хайрлы кишлер. Меня зовут Эльмира Хан. Мы сегодня решили записать подкаст на очень щепетильную тему «Измена в личных семейных отношениях». Мне кажется, она очень актуальна, и сегодняшние участники решили обсудить эту тему, потому что она их тоже беспокоит. И нам помогает сегодня организовать подкаст Равиль Закиров, главный редактор сетевого издания «Питер Татар». Передаю ему слово. Всем привет! Рад вас слышать в нашем подкасте. Я Равиль Закиров, главный редактор портала «Питер Татар» и по совместительству председатель Союза татарских порталов. Сегодня у нас тема «Семейные отношения», и наши гости – это Дамир Хазарт Хусаинов, духовный правитель мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и эксперт-психолог Гузель Садыкова. На самом деле, я хотела бы просто поделиться своим опытом этой проблемы. Я несколько лет назад переехала в Татарстан из Алжира. Я решила пожить в любимом Татарстане, и первый год я жила в Буинске. И вот однажды, когда я взяла такси, первое время, конечно, я знакомилась с окружением, и мы разговаривали с таксистом на тему, как вообще живет в Татарстане, что происходит, как бы он задал мне вопросы, я задала ему вопросы. И вот в общении с ним он поделился со мной такой проблемой. Он говорит: Эльмир, ты знаешь, я, говорит, не люблю свою работу. Я, честно говоря, даже ее ненавижу. Я сначала подумала, что он сейчас скажет, что очень низкая зарплата у таксистов там и так далее. Он говорит: ты знаешь, говорит, почему? Я говорю: почему? А потому что, говорит, я постоянно, практически каждый день вожу любовников. Это и мужчины, это и женщины, это парочки. То есть как бы я их вожу там в разные места. И когда, говорит, я за этим наблюдаю, меня, говорит, очень неприятно, потому что большую часть этих людей я знаю лично. И самая, говорит, для меня большая проблема – это ходить на мероприятия, говорит, которые они организовывают, потому что, ну, представь себе, говорит, как бы у нас юбилей, там 30 лет семьи, и ты понимаешь, что вот и мужа ты возил, и жену возил, то есть как бы они тут друг другу признаются в любви. Вот это, говорит, когда все наблюдаешь, тебе, говорит, самому-то уже жениться и не хочется, то есть у тебя нет уже доверия ни к кому, и тебе кажется, что вокруг, в принципе, все неверные. И вообще понятие верность сегодня уже не существует. И вот эта такая боль, она, знаете, она прям прозвенела в его душе, и я на самом деле, конечно же, этому очень удивилась, но эта тенденция, она, конечно, есть. Но самая моя большая была боль в том, что вроде как у нас республика, у нас мусульманская земля, и это грустно принимать. Я вот, например, приехала в Татарстан, потому что у нас очень много мечетей, да, на каждом углу у нас как бы вроде как мечеть. Но потом, жив в Татарстане, я поняла, что количество мечетей не равно нравственность. Я не говорю, что у нас только проблема это связана с Татарстаном. Как бы в Алжире, например, та же самая проблема. У меня ощущение, что это, в принципе, такая всеобщая проблема сейчас. Вот в Алжире, например, родители тоже обеспокоены. То есть они говорят: вот мы сейчас вам свадьбу организуем, да, а завтра вы уже разведетесь. Вот проблема неверности и разводов, она существует везде. И когда я, например, переехала в Казань, у меня была вторая проблема – сохранить свой брак, потому что я приехала в Татарстан без мужа, он завершал свои дела в Алжире, и я, соответственно, была одна с ребенком. И, знаете, вот я столкнулась с проблемой, меня все как бы пропагандировали, заставляли, вынуждали развестись. Не ждать мужа, когда он приедет, а быстренько развестись и найти себе нового. И это объяснялось тем, что мне как женщине нужно вроде как интим. Вот это меня тоже удивило. Я как бы отвечала: что мы животные, мы не можем, в принципе, сдерживаться. Неужели женщина-мужчина – это исключительно сексуальный объект? Вот это меня тоже удивило. Ведь, в принципе, когда мне это предлагали, и зачастую, конечно, ко мне подкатывали и женатые мужчины, которые себя считали мусульманами, я всегда задавала вопрос: а как же ты ходишь-то, намаз читаешь, там, как же ты вообще можешь дальше потом в глаза смотреть?
А это как-то было очень легко. Ну и что, Эльмира? Ну и что? И подумаешь, все так делают. Вот это все так делают, меня тоже убивает. Ну что значит все так делают? И ты должен так же делать. Эта проблема, она, на мой взгляд, очень опасна в плане для наших детей. Вот какой пример мы подаем? Вот что они будут видеть? И это же просто как бы опасно для их счастья. Я считаю, что дети, они берут пример с мамы и папы. А если мы так быстро расходимся, быстро разводимся, не желая сохранять свои семьи, то наши дети будут такими же. И вот это свободное отношение, пошел налево, пошел направо, сегодня развелся, завтра нашел новую жену, она, мне кажется, очень остро стоит во всем мире. Вот у меня такой вопрос вот к нашим экспертам, Гузяль Ханым и к уважаемому Хазрату. Скажите, пожалуйста, вообще вот с этим фактом нужно мириться, закрыть глаза, потому что, как говорят, охрзаман, хазр булда, или все-таки с этим что-то можно сделать, с этим как-то нужно бороться, потому что надо уметь отвечать, да, на такие провокации, так что, когда к тебе мужчина, например, подкатывают, да, то есть как бы, когда женщина к мужчине, то есть как вести вообще себя в этих ситуациях, и нужно ли поучать этих людей, наставлять их, то есть как бы, как вообще нужно решать такие проблемы, и есть вообще у нас надежда, что это все-таки временная тенденция, а не тренд, который нас ведет, так сказать, к окончательному разрушению. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух всем. И я взываю к Всевышнему Аллаху, чтобы Он помог нам в деле нашем, то, что мы веруем в Него и доверяемся Ему в своих и помыслах, и в своих деяниях, и в окончании, как бы в результате своих дел. Ну, первое, здесь, конечно же, нужно отметить, что очень много зависит от целеполагания, от внутреннего убеждения, от внутренних установок самого человека. Вот лично мое впечатление, что таксист, он становится таким невольным свидетелем всех этих похождений, и ему я пожелал бы, конечно, хвататься за веру в Бога, чтобы он ни в коем случае по поведению людей не строил свое мнение о Создателе и о религии. Это ни в коем образе не умаляет Создателя, его религию. Здесь проблема именно в человеке, в его подходе. То, что среди них много мусульман или, там, скажем так, этнических мусульман, там, татар, башкир, тоже очень печалит. Но хотел бы сказать, что если педагог, давая прекрасные уроки детям, выходя, спотыкается там о порог и сквернословит, это ни в коем случае не говорит о плохой педагогике у нас в стране. Это проблема самого человека, его реакция. Если доктор прекрасно лечит пациентов, но сам при этом после приема курит, либо позволяет себе злоупотреблять спиртным, это нисколько не говорит, что у нас в стране плохая медицина. Это опять-таки личный подход человека к своему досугу и как он расслабляется. Вот. Здесь не нужно путать религию и мощь, и доброту Аллаха с поведением людей. Поведение этих людей нисколько не указывает на качество религии, которую они исповедуют. И я желаю, чтобы таксист все-таки нашел в себе силой признать это и обзавелся бы семьей, был бы прекрасным мужем своей супруги, прекрасным отцом в своей семье. И я думаю, что у него уже будет иммунитет против подобных проявлений, поскольку он был свидетелем и в своем сердце это все осуждал. Что касается ислама, то хотел бы сказать, что ислам сделал вступление в брак единственным законным способом для установления связи между мужчиной и женщиной. Он предписан нам, мусульманам, для произведения потомства, поскольку оба супруга обретают в нем душевное спокойствие, поскольку в основе брака лежит взаимная любовь, уважение и согласие. Аллах Всевышний в Коране сказал, обращаясь к мужчинам, к худжалар, то есть к обладателями власти, силы и ответственности в этом мире, что Он создал из них самих жен для них, чтобы они находили в этих женах успокоение, и установил между ними любовь и милосердие, сотрудничество и согласие.
То есть Господь Бог уже нам с самого начала говорит, что два пола, они обязательно будут притягиваться друг к другу. И Аллах сделал это, то есть Аллах установил для этого закон, установил для этого некий регламент, что только соблюдая вот этот регламент, эти два пола могут сожительствовать. И оно, конечно же, несет на себе ответственность. То есть без ответственности сближению полов религии противодействуют всеми способами, и любой верующий человек должен всеми фибрами души опасаться этой незаконной связи. Я хотел бы, чтобы какая бы связь, чтобы связь, если выстраиваться между мужчиной и женщиной, чтобы она была продуктивной. То есть она несла в себе благо не только для человека, но и для всего общества. А мы знаем, что продуктивная семья, продуктивный брак – это брак, который заключается для продолжения потомства и для сохранения себя от искушения, от блуда, от греха. И поэтому, когда вот этот, я вот услышал, да, что вот это свободной связи становится обыденностью, а ведь норму в нашем мире все-таки диктует в большинстве своем окружение, потому что до книг недоходчивые люди, голос Библии, голос Корана мы слышим в среде, в окружающей редко, в основном мы учимся на примерах. И если это становится обыденным, конечно же, люди начинают воспринимать это как норму. Тем самым они уже ее поддерживают и своим поведением закладывают предпосылки уже отношения к этому у своего подрастающего поколения. Что могу сказать про блуд и про прелюбодеяние, что во всех религиях, в иудаизме, в христианстве и в исламе самого сурового наказания достойны эти люди. Это все подробно расписано кораническими аятами, евангелийскими стихами. Наказание очень суровое, чтобы род человеческий не знал последствий этой связи. Потому что некоторым людям может показаться, что же здесь плохого. И во времена пророка Мухаммада, да благословит Аллах и приветствует, был такой пример, когда юноша подошел к пророку Мухаммаду, да благословит Аллах и приветствует, и спросил его, а что же в этом плохого, если это совершается по обоюдному согласию? И, кстати, тогда мы обязательно об этом должны упомянуть. Была разница между тем, совершается ли блуд. Блуд от прелюбодеяния, он различается. Блуд – это то, что происходит между незамужними и неженатыми женщинами, мужчинами, то есть между теми, кто не познал уз брака. А прелюбодеяние – это уже между теми, кто был вовлечен в связь, в законную и наложил на себя опекунскую ответственность о чужой душе. И вот юноша спрашивает у посланника Аллаха, что же в этом плохого, если это совершать по обоюдному согласию, в чем же тут грех, почему Бог за это нас наказывает. И тогда посланник Аллаха посмотрел на него и спросил, задал ему один единственный вопрос: а ты хотел бы, чтобы это происходило с твоей матерью? И юноша, недолго подумав, сказал: нет, клянусь Аллахом, я бы не хотел. И после этого сахаба говорят, мы никогда не видели его в этом грехе. То есть на личностном уровне он не с чем было сравнить, ни с каким грехом он это не сравнивал и не воспринимал как грех. Но пропустив через себя и узрев как бы ментально в этом свою маму, которой отношение во всех религиях очень высокое, предписывается очень высокое отношение, то юноша понял, насколько это является греховным и враждебным самой природе человека и природе общества. И перестал. То есть получается, что человек либо это грехом не считает, либо считает это грехом, но еще страшнее придумать себе оправдание, что это тренд, что это можно, что он вынужден так поступать. Но когда он сравнит и поставит на свое место, либо на место условно партнерши, маму, папу, либо кого-то из ближайших родственников, он, конечно же, постыдство и срам этого поступка способен осознать. Но самое главное, что же этот страх
способен удерживать в его душе. Если человек не религиозен, не набожен, если не вращается вот в этих кругах, где это порицается, он, к сожалению, предоставлен, остается в общественной норме. И очень жаль этого человека, потому что здесь только внутренняя сила может человека остановить от подобных деяний. Как вот небольшой комментарий к рассказу с этим таксистом и свидетелем, чего он является. И, к сожалению, очень жалко этих людей, что они в таксисте не видят личности. Они думают, что он никак не повлияет на эту ситуацию. Он повлияет, он в судный день будет свидетельствовать об их грехе. И поэтому пренебрегать человеком, что он обычный человек, там, условно говоря, служащий, он никак не повлияет, он уже свидетель. Представляете, если он просто помолится их молитву, чтобы Господь Бог избавил этот город от греха, от блуда, и эти двое, условно, могут попасть под его молитву, которая может быть исполнена. Поэтому греша перед ним, они грешат открыто. А за это еще более суровое наказание предписано, когда люди совершают свои грехи открыто, потому что в этом содержится призыв к тому, что они не боятся возмездия Бога, они ни во что не ставят религию, чувствуют себя в безопасности. А это самое страшное, когда человек ощущает себя, то есть у него есть обманывающая черта такая, что он чувствует себя в безопасности от своего Господа. За это наказание еще сильнее. За богоборчество и за призыв к этому. Если бы люди знали бы последствия греха и падали бы в него, от чего, кстати, Бог их хранит, дает еще возможность покаяться, то, конечно же, вот эти как раз примеры незаконнорожденных детей, абортов, оборванных, скажем так, расстроенных семей, расход, условно говоря, семейного бюджета, сколько на все тратится. Если бы люди примерно понимали бы и видели бы примеры вот, с такой же частотой, с которой видят, скажем так, там счастливые лица, либо там посты между там мужчинами и женщинами, то именно вот эти последствия, может быть, и явились бы каким-то устрашающим фактором, если они не боятся Бога и его возмездия в судный день, если им кажется, что судный день очень далек от них. Хотя он начинается сразу же после смерти человека, потому что он уже ничего себе не прибавить, не убавить из своих деяний, записанных в книге, уже не может. Дамир Хазрат, у меня вопрос есть такой, прям очень важный. Вот как быть супругам, которые стали жертвой этой измен? То есть они, допустим, узнали каким-то образом, что и супруг или супруга изменяет. Как им поступить такая история? Как дальше продолжать отношения с таким человеком? Как выстроить отношения в будущем? Здесь я вот вижу два пути. Первое. Подход к информации. Первое. Очень важно сформулировать правильный подход к той информации, что тебе говорят, что супругу уличили в чем-то, либо супруга уличили в чем-то. По исламу, если человек, говоря, что какая-то женщина совершает блуд и не приведет 4 свидетелей, то он считается сквернословом, и его бьют за это плетьми. То есть человек должен быть высеченным на площади прилюдно 80 ударов плетей. Вот представляете, Аллах сделал это, чтобы защитить честь женщины, потому что понятие зина, понятие прелюбодеяния, оно размыто. Каждый вкладывает в это свое представление. Для кого-то легкий флирт уже зина, уже прелюбодеяние. Для кого-то, условно говоря, если не происходит реально там физического контакта, проникновения, это не считается зина, это только там утехи какие-то, и там мы ищем себя, как молодые говорят. Но типа у нас там полового контакта не было. Поэтому если кто-то говорит, там, мы видели там в прелюбодеянии, либо они там зина делают, подожди. Что подразумевается под этими словами? И по шариату, если человек конкретно не увидел близости, он не имеет права говорить об этом другим. Это испытание от Аллаха ему. Он должен сохранить это в себе. Если он не может привести 4 свидетелей. Увидел, допустим, там в машине целуются, либо там, условно говоря, даже занимается непристойным. Но если этого еще не видели с тобой вместе там 4 человека, то ты не имеешь права вот на общее обозрение там выставлять эту информацию. Потому что имам, кады, когда об этом услышит, и люди пожалуются ему, что ты разносишь сплетни, ты действительно сплетник. И ты говоришь, в Аллахе, да я же видел там, они это вытворяли, 4 свидетеля. Если нет, секем.
секем на площади 80 ударов за сквернословие, и твое свидетельство не будет приниматься ни на никахе, ни на каких-то договорах торговых. То есть вообще твое слово не будет ничего значить. Вот эта норма, кстати, в исламе никогда не применилась. А зачем Бог вменяет такую норму, которая никогда не применяется педагогически? Чтобы честь женщины была защищена, во-первых. И, во-вторых, чтобы даже такие люди имели возможность в тишине покаяться и прийти к Богу. А если их уже наказали и о них уже разговаривают, то какой смысл исправляться, подумают, допустим, многие. И поэтому, да, эта норма не принималась. Либо человек сам говорил, я согрешил и хочу наказания в этом мире, и действительно там закидывали камнями, запирали, то есть применяли наказание уже в этом мире, чтобы человек освободился от наказания в мире ином. Вот. А здесь первое, вот как я сказал, первую информацию проверить, что он подразумевает под словом там прелюбодеяние, там зина, блуд. Может быть, это действительно является приближением к нему. А ведь Аллах в Коране говорит: «Валя тахрабу зина иннаху кяна фахишатан ва саа сабилан». То есть даже не приближайтесь к совершению прелюбодеяния, поистине это развратно и является плохим путем. То есть сам путь плохой, и ведет он к плохому результату. Вот. А второе, ислам – это религия сумха, религия прощения, религия снисходительности. И поэтому супругам, конечно же, нужно подойти к этому не в состоянии ярости рвать и метать, потому что вот эта самость, как мы не изменили. Так подожди, посмотри, условно говоря, и на себя в зеркало. Если человек рвет и метает, в нем это, скорее всего, говорит, шайтан уже. Он подогревает, чтобы разрушить абсолютно все. Именно под этим предлогом. То есть к этому вопросу тоже нужно подойти аккуратно, в состоянии аффекта не совершать никаких выводов, тем более никаких действий. Все нужно переварить и посоветоваться, конечно же, с умными людьми. Потому что человек, если начнет мстить за себя, он очень много натворит, за что потом будет сожалеть, а уже сделать что-то безвозвратно. К сожалению, если блудит мужчина и прелюбодействует, это, к сожалению, считается как какая-то там награда ему в копилку. Это самоутверждение, это статус, это им прощается. Если же женщина бывает увлечена в этом, а поскольку они строят свои отношения и к блуду, и к прелюбодеянию подходят очень серьезно, обдумчиво, они иногда очень много взвешивают, чтобы позволить себе духовную связь, эмоциональную привязанность разрушителем для семьи. Это уже и есть такое настоящее предательство, настоящее отвержение договора с Богом и с человеком, со своим супругом. Вот эти двойные стандарты, они очень многое портят и не дают возможности нам тоже хазратам действовать. Когда к мужчине общество более снисходительно, а женщину готовы сразу же растерзать, распятнать, потому что за ней стоит и муж, и семья, там дети и родственники. И всегда мы видим в разных исторических аспектах, даже по времени, всегда отношение к женщине было более суровым, чем к мужчине. Хотя были моменты, вспомним Ренессанс, когда наоборот фаворитизм он был в таком почете, и иметь любовников и любовниц было таким высочайшим уровнем доказательности светкости. И, к сожалению, люди, которые читают эти романы, они остаются под впечатлением. Всегда муж рогатый высмеивается, и всегда там опытные и хитрые любовники восхваляются. И люди, читающие такие книги, воспринимают эту информацию как нечто такое, то, что люди смогли. Им это интересно, потому что увлекательно. И только религия является единственным институтом, который конкретно обличает этот грех, доводит до людей пагубность этого греха и приводит доказательства его необратимого возмездия за него, как в этом мире, так и в мире последующем. А сделать мы с этим грехом ничего не можем. Можем противостоять, совершать процесс противостояния. Искоренить не можем. Потому что признаком приближения судного дня как раз и явится то, что одобряемое станет порицаемым, а порицаемым одобряемым. И увеличится блуд. И из-за него увеличатся болезни, чума и другие болезни, о которых вы не знаете, сказал посланник Аллаха.
героя нашего времени, говорим о том, что формирует нас здесь и сейчас. Кстати, СПИД называют как раз белой чумой. Это подтверждает слова пророка и много других заболеваний, которых раньше не знали, а сейчас которые распространяются вплоть до психических заболеваний от всего этого. Это мы с вами являемся свидетелями. Представителей, к сожалению, полно. Поэтому отношение к информации и что с этим делать, все-таки не ломать семью. И если человек способен простить, это будет лучше для него. Гузей Ханум, а что вы думаете по этому поводу, как эксперт-психолог? Что такое измена и как проявляется женская и мужская измена, и как с этим можно бороться? Добрый вечер всем. Я сначала хотела задать вопрос Дамиру Хазрату. Дамир Хазрат, считаете ли вы, что вот разрешенное многоженство или двоеженство в исламе как способ предотвращения супружеских измен? Ну, известно, да, почему человек изменяет? Он восполняет то, чего не хватает ему в семье. Здесь он не получил от жены то, что он хотел, он идет к другой жене. Этим самым предотвращается измена. Можете ли считать, что это способ предотвращения супружеской неверности? Многоженство, двоеженство? Господь Бог, создатель человека, он же лучше из всех, кто знает натуру этого человека и его слабости. И в настоящем ведь ислам не увеличил мужчине количество жен. Наоборот, он ограничил. До ислама племена, арабы, да в принципе и на других землях в Африке племена, допустим, имели там по 10, по 15, по 20 жен. Ислам ограничил количество жен до 4. То есть насколько вот человек, условно говоря, среднестатистически способен потянуть семей, настолько он и готов как бы вкладываться. Поэтому ислам, он предписывает человеку то, что будет ему во благо. Если он не обязуется, ислам не обязывает иметь 4 там, жены, он разрешает ему иметь больше жен, чем одна, до 4. И если мы посмотрим на все браки пророка Мухаммада, да благословит Аллах и приветствует, девственницы, все остальные браки были, скажем так, социально-политическими даже. То есть посредством этих браков он устанавливал дружеские отношения между племенами. Браки со стороны пророка Мухаммада были социальным служением и религиозным служением. Но если человек начинает, условно, у него семья, все там находит, но ему там, условно, охота каких-то там интересностей, и он начинает брать более молодую жену, тем самым разрушая свою первую семью, там семья от него уходит, дети отворачиваются. Конечно же, этого ислам не хочет. Неподготовленная семья, мужчина, условно говоря, еще не соблюдает многого из ислама, но уже хочет себе 2, 3, 4 жену. Конечно же, если посредством этого разрушается первая семья, уже то, что есть в основе, это исламом не одобряется. В России, то есть вот мы когда читали тоже много исторических справок, у татар было двоеженство. То есть была старшая жена и была младшая жена. И младшая жена как раз она помогала старшей по дому, и от нее тоже рождались дети. Если у супруга была уже не способна к деторождению в силу, допустим, там болезни, либо тяжелого физического труда, то он брал вторую и от него оставлял свой род. То есть в этом было маслях, в этом было благо для общины мусульман и для государства. Новый гражданин, новая сила рождалась. То есть в этом было благо. Но если же похоть или там следование страстям заставляет мужчину жениться на 2, на 3, и он начинает в этом видеть только удовольствие, конечно же, это порицается. Человек не должен идти на поводу своих страстей. Вторая жена должна усилить общину, усилить первую, либо освободить от какого-то бремени, а не просто там из-за любострастия. А как разграничить, как понять, какой мотив? Почему мужчина заводит 2 жену, 3 жену? Как узнать, с каким мотивом он руководствуется? Вот есть способы определения? Вот человеческое нутро, оно скрыто от нас. По внешним признакам мы можем давать только какие-то заключения. А вот в мотивации, что мотивирует человеком,
Здесь я не могу найти ответ. Ясно, спасибо. Равиль Афенде, повторите, пожалуйста, вопрос. Да, мой вопрос был с темы как раз вот измен супружеских. Как психология относится к этим изменам и какой совет может дать супругам, ставшим жертвой этих измен? Как им в этой ситуации быть? Какой совет можете дать им? Ну, как бы банально ни звучало, проблема одна – это отсутствие знания, наше великое невежество. Тем более мы сейчас, вот все человечество земного шара, переживаем эпоху Кали-юга, эпоху невежества, когда происходят вот эти разводы, очень сильно увеличилось число разводов, ссоры между родителями и детьми, я это сплошь и рядом вижу. Вот недавно мою приятельницу дочь, ну не то что выгнала из дома, но попросила покинуть ее квартиру. Она сейчас скитается там у случайных людей. Вот. Ну и глобальная проблема – это отсутствие знаний специальных. Никому не придет в голову идти работать врачом или же учителем, не имея на то образования, не имея диплома. Но семья – это та же работа. Но здесь никто не задумывается. Заводят семьи, не имея никаких специальных знаний, не имея навыков. И причина измен в этом и заключается, потому что мужчина не знает, как обращаться с женщиной. Мужчина не знает, что нужно женщине. Женщина не знает, что нужно мужчине, что ему нужно дать. А мужчине нужно всего две вещи. Это осознание, что он нужен, что он востребован, и нужна ему свобода. Свобода – это значит отсутствие контроля, тотального контроля, тотальной слежки. Женщине нужно от мужчины признание, это признание ее уникальности, признание ее женственности. Но поскольку вот молодые люди женятся, заводят семьи, не зная этих вот моментов, конечно, возникают ссоры, возникают конфликты, и мужчина или же женщина идут на сторону, чтобы восполнить то, чего не может он получить в семье. Это вот, я так считаю, одна из таких глобальных причин. Второе, сейчас у нас, это уже не секрет, современное общество – это общество потребителей. И кроме того, есть расхожая фраза «мужчина, он работает, он зарабатывает, а ты красивая». Эту фразу я уже в нескольких источниках видела. Эта фраза муссируется, она внедряется в подсознание, и девушки воспринимают это становится для них истиной в последней инстанции. Выйдя замуж, они становятся чисто потребителями. Ко мне вот в моей практике раньше часто обращались молодые девушки с запросом, как выйти замуж. Я задавала встречный вопрос. А для чего тебе выходить замуж? Что ты хочешь получить? Ну как, говорит, что я хочу? Я хочу, говорит, получить любовь. Я хочу, чтобы меня любили. Я хочу, чтобы обо мне заботились, давали деньги. Я говорю, хорошо. А как насчет того, чтобы самой любить, самой заботиться? Вопрос зависал в воздухе. То есть вот девочек абсолютно не учат тому, что семья – это та же работа, и нужны особые специальные знания и навыки. Отсюда вот возникают ссоры, конфликты. Мужчина начинает искать на стороне, чтобы восполнить то, чего он не получает в семье. И женщины то же самое. Так вот происходят измены. Что касается, как себя вести, если в семье произошла измена, у меня лично нет своего конкретного ответа. Я все время думаю об этом, слушаю других экспертов, и у всех специалистов свое мнение. Кто-то считает, что вот нужно пережить, простить во имя сохранения семьи, кто-то говорит, что ни в коем случае, что нужно разводиться, что человек один раз совершил поступок, то он совершит и второй раз. Но лично у меня нет конкретного ответа на этот вопрос. Получается, что одной из причин возникновения этих измен является недостаток любви и внимания, которое человек получает в браке, да? Да, недостаток знаний, недостаток любви.
И потом у нас, к сожалению, в нашей стране очень много матерей-одиночек, очень много разведенных семей. И дети, выросшие в этих неполноценных семьях, они же не получили опыт и сами вступают в семейные отношения. И в свою же семью привносят тот же опыт, который получили в своей, скажем, первой семье. И так вот получается замкнутый круг. А как вот тогда порекомендуете таким людям, которые вот имели такой опыт, как им избежать или пережить этот момент измены жизни, вот, с учетом того, что они не имели такого релевантного опыта в прошлом и не знают, как быть в такой ситуации? Ну, для этого существуют консультанты, психологи, обращаться к ним. Сейчас эта служба очень такая популярная, приходят люди с разными запросами, в том числе вот с супружеской изменой, и ко мне приходили несколько даже женщин с таким запросом, я с ними работала. Но выбор я всегда, конечно, я работаю, объясняю им все, потом провожу я трансформационные техники, использую вот холодинамический процесс. А насчет вот разводиться или же простить и продолжать жить, я все же предоставляю выбор самому клиенту. Но я объясняю, какие могут быть последствия, я все рассказываю. Что может быть, если женщина уйдет, с детьми останется, что получат дети, и что будет, если она простит. Просто мы все ситуации разбираем, раскладываем, и женщина сама решает этот вопрос. По статистике, чаще женщины или мужчины обращаются к психологам, когда возникает такая ситуация, к семитерапии? Есть такая статистика, 99% и даже больше разводов происходит по инициативе женщины, потому что женщина более мобильна и более склонна к переменам. Мужчинам очень сложно решиться на перемены, потому что так устроена их психика. Вот они будут жить, как-то переживать, заводить любовницу на стороне, но на развод они идут в очень крайних случаях. Идут тогда, когда уже просто достигнут определенный порог, отношения дошли до точки невозврата. А инициативы в основном, это я вот читала статистику, расспрашивала, и вот клиентки мои, все-таки инициатива всегда за женщиной. Можно мне вопрос еще вам задать, Гузель Хану? Да, пожалуйста. Как вы считаете, почему сегодня вот такая острая тема потребительства? Это не только связано с вещами, да, что мы уже друг к другу, как мужчина к женщине, относимся как потребители. То есть если раньше мы семью создавали ради общения, потому что интересно, потому что нужна поддержка, потому что я хочу дружить, потому что я хочу быть под защитой, потому что я люблю, да, вот ты просто реально влюбилась. А сегодня уже по-другому. Сегодня вот женщина, я сегодня хочу, а завтра другую хочу, а послезавтра третью хочу. С чем связана вот настолько такая вот уже деградация? Почему сегодня так легко размениваемся? Захочу, разведусь, захочу, снова женюсь. Такое ощущение, как будто муж и жена или женщина-мужчина сегодня просто объект мебели. Вот захотел, надоел, выбросил. И нет вот этой вот даже какой-то грусти из-за расставания, и мало кто задумывается о последствиях для детей, да, что будет дальше с ними. Вот как вы считаете, в чем проблема главная? Это, мне кажется, на мой взгляд, это проблема общая, проблема нашего общества. Реклама, потому что у нас производство давно переросло, как говорится, запросов, производится товаров гораздо больше, чем потребляется. А раз товаров производится больше, то нужен же рынок сбыта. А чтобы был рынок сбыта, нужна реклама. Включаешь телевизор, всегда реклама товаров, товаров потребления, продуктов, напитков и так далее. И такая тенденция, наверное, автоматом перекладывается на живых людей. Потом у нас вот сейчас достаточное количество маркетплейсов, которые зазывают, которые приглашают, постоянно их рекламируют. Очень много мемов на эту тему. К сожалению, это так. Но когда
это все прекратится, конечно, я это на уровне своих знаний сказать не смогу. Недостаток или же полное отсутствие морально-нравственного воспитания. Девочкам не объясняют, какие могут быть последствия, если они изменят своему мужу. То же самое не объясняют мальчику. Вот нужна разъяснительная работа. Нужно образование. Образование – это не есть обучение. Обучение – это получение знаний. А образование – это от создания образа. Вот Дамир Хазрат же сказал, вот он привел пример. Вот представь, что если на месте этой женщины будет мама. И я уже вот при нашей прошлой встрече говорила, научить мальчиков смотреть на каждую женщину, на девочку, независимо от возраста, как на потенциальную маму. Да. Да, а девочек смотреть на мужчин как на сына. Вот если это произойдет, если все этому научатся, то у нас изменится общество. А что делать тем людям, которые вот не получили эти знания, необходимые семье? Где им, куда им пойти? Где, какие курсы, тренинги, чтобы эти знания получить? Ну, это, как всегда уж, ответ банальный, через интернет. В интернете очень много. Я, конечно, не приветствую, я не буду называть имена, фамилии этих современных тренеров, женских тренеров, которые учат девочек вот именно потребительскому отношению к мужчине. Это же вот от них исходит фраза «он работает, а ты красивая». Значит, вот тебе достаточно быть красивой, иметь совершенные формы, губы, другие места, и все. И ты уже счастлива. Но это же не так. Красота, она на какое-то время нужна. А мужчины вообще, вот я расспрашиваю, я люблю общаться с мужчинами, в особенности с молодыми. Я всегда им говорю, что мне очень жалко вас. Я говорю, я с вами солидарна, потому что мужчинам в социуме намного сложнее, потому что когда они выходят за порог дома, у них начинается борьба. Борьба за место под солнцем, они воюют, они даже, я знаю по секрету, что они, когда остаются в мужской компании, меряются размерами своих гениталий. Для них работа – это поле боя. Домой они возвращаются отдыхать. У женщин намного проще, намного. Они приходят на работу, чтобы пообщаться, развеяться, попить чай и между делом сделать какую-то работу. А вот, Дамир Хазрат, что можете сказать, посоветовать молодым людям, где эти знания получить можно, вот, допустим, где-то в мечети у Хазрата? Ну, я бы сказал, что дело даже не в этом. Вопрос мотивации. Молодежь сама не знает, что в этом есть потребность. Если бы потребность была бы, они бы нашли, они бы землю рыли, но нашли бы. Здесь именно нету у них желания и нужды к этому. Вот простая ситуация. Я прочитал в никах. Довольные, красивые, молодая пара, родственники, все сделали. Через некоторое время, там 2-3 года прошло, и общаемся с ребятами. Вот там некоторые проблемы есть. Я говорю, подожди. Когда ты сидел с девушкой, мы, мужчины, не берем в жены жен, мы берем девушек, а жен из них формируем мы сами. Это в наших руках, под нашей опекой девочка становится женой. Чем ты женой недоволен? Да, вот так вот есть. Подожди. Когда мы тебе ее выдавали, ты был доволен? Да, говорит, был доволен. А сейчас что? Ну, говорит, там чуть претензии есть. Где она была? С тобой. Кто виноват то, что она испортилась? Молчание. То есть, получается, мы берем, но упускаем бразды. Вот мы, мужчины, любим, чтобы нам подчинялись. Вот как априори. Но чтобы заслужить в глазах жены авторитет, чтобы она подчинялась тебе, желая, как учителю, как своему опекуну, как проводнику. Ну, а вот ментальное, вот психологическое право они теряют, потому что они не управляют ею. Они могут кричать, могут когда-то подправить, но они не ведут ее за руку. И поэтому она не видит своего мужа авторитета, который может ее вести по жизни и разграничивать грех, не грех, там благо, не благо. И, к сожалению, это начинается, не то, что начинается, этому причина есть один большой недостаток у нас, у мусульман.
Знаете, какое? То, что мы потеряли, у христиан это называется литургия. Вот я иногда присутствую в Казанском соборе на венчании. Вот, я же обучался в аспирантуре, сейчас, слава богу, закончил, РГПУ имени Герцена. Я ходил по храмам, я наблюдал за всеми богослужениями, общался с священниками. И вот, представляете, я вижу, как идет венчание, когда вот девушка, родственники, они все стоят в таком трепетном, благоговейном состоянии, потому что совершается некое такое действие, что бабушки там вообще как будто они там лицезреют Святого Духа, который спускается и благословляет все, там с короной ходит, со свечами. И вот женщина переживает, что она теперь становится женой. У нее есть раскрытие, что она перешла на другой этап уже свой. А мужчины немного поинтереснее себя ведут. Некоторые на часы смотрят, там, потому что уже теплоход заказан, там кафе, там уже люди ждут. То есть у них немного к этому таинству отношение более простое. Они более прагматичны. Они понимают, что это нужно дать, а потом уже я свое возьму. Но женщины это переживают как нечто такое, и родственники, и это происходит действительно вот, некое становление семьи. Ко мне иногда обращались прочитать никах. Я говорю, ну давайте, вот мы там прочитаем там в среду, я там назначаю, либо в пятницу после джума. Говорит, Хазрат, мы тут уже стоим, да, и нам надо сейчас. Я говорю, а что такое? Ну, говорит, потом объясним, по телефону не хотим. Они приходят, я смотрю, они уже облачены, девушка там в хиджабе стоит, парень, и какие-то лица потерянные. Я говорю, а что случилось-то? Ну, там где-то мы почитали, вот нам. Ну, мы, говорит, так и не поняли. Там, пока, говорю, что-то читали, там уже пришлось седока давать, уже амин, и мы ушли. Девушка и ее там мама, они даже не поймут, а что произошло. Ну, вроде бы как теперь можно вместе жить, спать. А ощущение, что что-то изменилось, вот той самой литургии нету переживания, что сейчас они семья. Чешу голову, ладно, садимся, звонок, помощник приносит чай, садимся, читаем никах со всеми аятами, со всем наставлением, пока действительно они не проникнутся тем, что они сейчас начинают создавать семью. Брак-то ладно, это легализация отношений между мужчиной и женщиной, но он должен вести к семье, а у нас не каждый брак перерастает в семью, а семья – это ребенок, это совместное хозяйство, это какой-то совместный жизненный путь. А не только, что им разрешено вместе сейчас за руки держаться и спать. И пока вот это у нас, слава богу, все получается, я уже смотрю, что уже потихоньку плечи расправляются, состояние нервозности уходит. И вроде бы, да, один раз, честно говорю, когда провожал, бабушка обратно вернулась, меня взяла за воротник, обняла вот так. Бабушка лет под 80. Хазрат говорит, Рахмат, чен никак еды. И обратно ковыляя, просто пошла догонять. Может быть, вот этого не хватает. Не просто, чтобы кто-то там почитал небольшую суру, амин сказал, и начали там кушать салму там, и чак-чак. Но должно быть какое-то действие, чтобы и девушка, и парень поняли, что сейчас все это связка. Мы сейчас к Богу вдвоем, и в рай вдвоем, и в ад вдвоем. Вот тогда они будут вместе держаться, и ощущение союза будет, скрепленные печати. Ведь эти же у братьев наших христиан, если посмотреть на обряд, что они делают на никах, на венчании? Они дают друг другу кольца. У нас в исламе нет такого обычая. Христианский, но он существовал еще до христианства. Что для человека было кольцо? Это была печать. Люди тогда не писали, они печатью скрепляли договор. И тот человек, кто дарил тебе кольцо с печатью, означало, что он доверяет тебе свою честь, имущество, дает тебе право распоряжаться даже его жизнью, потому что люди зависели от чести, от имущества. И вот от этого обряда не просто размен колечками, а то, что каждый из них веряет юридическое право и моральное управлять всем тем, что у него есть. Все, что было мое, теперь и твое. Нет, это общее. И второе тоже. Мое, твое, нет, это общее. И когда вот есть понятие союза, есть понятие совместного пути и ответственности за него, я думаю, это от многого ограждало бы и останавливало бы от неправильного шага. Но из того, что у нас иногда это все быстренько завершается, а потом теплоход, дискотека, парадные платья и дальше программа, сам никак занимает 5-7 минут. А весь день происходит торжество там и всю ночь. Нету
такое ощущение у молодежи, что произошел какой-то акт. От вечных вопросов до актуальных поводов вы слушаете «Герой нашего времени». А можно об этом говорить о том, что сейчас в браке стали рассматривать как некоторый такой контракт социальный, ну, как вот найм, да? Вот я работодатель, я беру тебя на работу, я с тобой Согласен. контракт. Да, и, кстати, вот очень много семей... по расчету, да, то, что называют. Да, я согласна с таким утверждением. Очень много семей, у которых отдельно, у каждого свой бюджет. Они даже не считают отношения на стороне измены. У них договор. Каждый живет своей жизнью. А вот как в такой ситуации быть? Что же важнее в браке? Вот это социальный договор, контракт, или все-таки любовь, доверие, дружба, духовный союз? Что же по-настоящему делает наш брак прочным и стабильным? Понимаете, вот сам никах и само венчание, оно не делает человека несвободным, оно не привязывает души друг к другу. Каждый из мужчины и женщины, они остаются самостоятельными в дальнейшем выборе. Они могут быть и на блуд способны, и на рукоприкладство. То есть у людей иногда бывает такое ощущение, что раз никак почитали, все должно быть на мази, сам Бог там с ангелами будет конкретно стоять и защищать, как там личный охранник. Нет такого. Он возлагает на человека заботу о своем браке. Он помогает, благословляет, но за него-то человек несет ответственность. И право были наш спикер, то, что брак – это труд. Его нужно постоянно подкармливать, шлифовать, растить, что-то в него вкладывать. Как машину. Хочешь дорогую машину? Ну, и налог будет, и техосмотр дороже будет, и угнать его могут. Поэтому надо вкладываться в гараж, замок, сигнализация. И в супругу тоже, в личное воспитание. Постоянно показывать, что ты покровитель, что, условно говоря, ты ее защищаешь, чтобы у женщины была нужда к своему мужу. Но вопрос эмансипации, то, что личный бизнес теперь есть, полная свобода. А полная свобода, ну, когда человеку свободы хватало? И женщины тоже охоту, за ними кто-то ухаживает, охоту власти иметь над этим человеком, чтобы шоколадки таскал, второе, третье, пятое, где-то скука, допустим. Причин много, по которым ищут связи на стороне. Для кого-то это личность, личное утверждение, для кого-то просто скука, быт заел, для кого-то это деловые отношения, потому что понимают, что мозгами не везде можно пройти. Используют как раз слабость мужчин. Поэтому женщина считает, что соглашаясь на блуд, она мужчину использует. Тут оправдания много человек может найти. Но нету сдерживающего фактора сильного, кроме религии. Та же самая мораль сегодня нельзя, завтра найдет оправдание, потому что вынуждена. И вот только религиозный институт, он помогает выработать в себе вот антидот, что наказание Бога сильнее, поэтому я не пойду. Здесь мне закрываются двери, значит, Бог не хочет мне через тебя, пошлятина ты, давать работу и зарплату. Значит, не на эти деньги я должна детей кормить. Я в другом месте найду зарплату. Вот духовный стержень должен быть. Человек может противостоять только чем-то более сильным, чем его страсть. А это страх и любовь к Господу. Вопрос любви, ведь он тоже, вот у любви, как и у другого, в принципе, термина, очень много диапазонов. И когда мы говорим любовь, она в большинстве своем эгоистичное чувство. Мы любим красиво, чтобы одевались, потому что мы хотим, чтобы рядом с нами были красивые, чтобы мы обладали красотой. Как у татар есть поговорка, первый день, когда они там поженились, идут с невестой, невеста там оступилась, ой, дорогая, там ты оступилась, там не поранилась, а через год идут, когда жена оступилась, не видишь, куда наступаешь, что ли? То есть уже по самолюбию бьет то, что жена оступилась, уже его заботит не благосостояние ноги, да, там, жены, а то, что там вот он с кем-то идет, и она оступилась. Сейчас люди посмотрят на меня и скажут, там, жена у него оступилась. Уже человек по-другому смотрит на семью. Иногда женщина ему кажется обузой. Либо женщина должна давать ему должный статус. Вот. И любовь, она реально эгоистична. И только Коран, да и Библия, вот небесные книги, они как раз показывают, что любовь – это всегда безвозмездное чувство, как Бог любит свои творения безвозмездно, да, и опекает. Бог, любовь Божья, она именно любовь, которая опекает, защищает, прощает, она снисходительна. А у нас вот любят именно в объекте любви, они хотят видеть свою личную выгоду. И поэтому здесь любовь не помогает. Один раз, когда к пророку Мухаммаду, да благословит Аллах, подошел человек и сказал, хочу развестись своей женой.
Оба уже были в возрасте. Он говорит, а почему? Ну, говорит, у меня любовь пропала, то есть нету тяги, нету вожделения. Просто, условно говоря, там, кормлю, место занимает. Условно говорю. И пророк Мухаммад сказал, а разве лишь в любви брак? А где же честь и достоинство? То есть не только на взаимной симпатии держится брак. Ты, мужчина, ты взял, тебе родила детей, за тобой ухаживала, тебя кормила. Она в тебя, себя вложила. То, что ты имеешь, это часть ее. Все обеспечивай. Можешь на вторую, на третью жениться. Но зачем ты ее разводишь? Зачем ты ее оставляешь? Ей тоже нужно твердое плечо, чтобы на рынок с ним кто-то вышел, розетку там поменял. Поэтому не на любви строятся браки. Может быть, они начинаются на любви, но продолжаются не на ней. А мне такой вопрос. А вот есть какие-то цифры официальные, то, как эмансипация повлияла на статистику измен и разводов? У меня нету, но раньше весь коммуникация женщины была с родственниками своими, с родственниками супруга и супругом. Все. Сейчас свобода дает женщине свободность коммуницировать. У нее уже есть начальник, помимо мужа. Понимаете, что это такое? Начальник помимо мужа. У нее есть подчиненные помимо мужа. Это еще хуже. Потому что вот так подняла, начали шуршать, бегать, все. А мужик там кого-то себя строит еще. Ну, конечно, она будет у себя там женщиной в своем коллективе. Поэтому свобода, она дает как раз много возможностей коммуницировать. И почему женщине нельзя одной в путешествие выходить? Даже если она тэквондистка, каратистка и пауэрлифтер. Не от того, что на нее накинутся и изнасилуют. Слабость женщины в ней самой. Поэтому и предписано, что одной в сафаре нельзя выходить. Она слаба изнутри. Вот эти хорошие слова, которые она от мужа не слышит. Шоколадка, вот это все. И все. И поэтому в исламе есть такое понятие саддазрая. Прекращение, предотвращение путей к запретному, даже благих путей. У красивой девушки даже время спрашивать нельзя. Направление. Когда поезд придет, автобус, не подходи, не спрашивай. У пенсионерки спроси, сколько время. По солнцу определи. Ну, подойдешь, взгляд увидишь, он тебе что-то скажет там милым голосом. Все, а вы там куда? Все идет изнутри. Женщина спокойно отвечает. За разговор уже кофе пьете, где-то в кафе сидите. Девушка уже начинает считать себя обязанной в чем-то. И вот процесс просто из запроса сколько времени. С этого все начинается. Поэтому не приближаться. Вот этот социальный контакт, даже не должен быть даже женщине по исламу велено отвечать мужчине по телефону и даже при встрече, если требуется, немного грубовато, чтобы оттолкнуть, не привязывать голосом, услужливостью человека к себе, как информации просто вот. Далее и все, свободен. Хорошо, вот я хочу тот же самый вопрос адресовать Гузель Садыковой как психологу. Вот как психологи смотрят на эти современные отношения, да, знакомства и завязанные отношения между мужчиной и женщиной? Как вообще развивать отношения? Как эмансипация влияет на стабильность браков? Относительно всей науки психологии я сказать не смогу, только свое мнение. Но я считаю, что да, вот и эмансипация женщин, она влияет на такой на распад брака, влияет, да. И здесь я тоже, как говорится, вошла во вкус и хотела бы еще добавить, если можно, если время позволяет. Причина измен – это отсутствие духовной близости, общих интересов. Поэтому уже перед тем, как заключить брак, нужно выяснить, у кого какие интересы. Вот эта вот духовная близость, она все же помогает преодолеть какие-то препятствия, прийти к какому-то соглашению, когда есть общий интерес. Это, во-первых. Во-вторых, еще вот такая причина измен. Измена же – это запретный плод, но человек, он склонен к искушению, вот его тянет этот запретный плод. Вот, а что там? Вот дай-ка я попробую. Но они не задумываются о последствиях, не задумываются о причинно-следственных отношениях. Ну, на языке Веды это называется карма.
Поэтому вот происходит. Они думают, схожу-ка один раз, я никому не скажу, никто не узнает. Но сходил один раз, хочется же еще... Никто не заметил, никто не увидел. Хочется еще раз сходить, еще раз попробовать. И вот так вот продолжается цепочка измен. В конечном итоге это приводит уже к распаду брака. Поэтому вот необходимо морально-нравственное воспитание. Разъяснять надо, разъяснять детям о последствиях, что их может ждать. И учить девочек относиться к мужчине с пониманием, давать ему свободу, иметь такое доброе сердце и мягкий нрав, потому что мужчинам не хватает вот этого. Вот расспрашиваешь мужчин, я говорю, вот что вам не хватает? Вот что вы, на какой бы женщине вы женились бы, на красивой или же на доброй? Ответ всегда один. Конечно же, говорит, на доброй. Вот. А у мальчиков нужно воспитывать такое всепоглощающее, прощающее отношение к женщине, снисходительно прощающее отношение. У девочек, значит, понимание мужчины, давать ему свободу, проявлять доброту, мягкий характер, а у мужчин, у мальчиков воспитывать такое прощающее отношение, снисходительное к женщинам. Тогда вот, я думаю, не будет измен. Это, конечно, может быть, сейчас это утопия, но я надеюсь, что общество когда-то придет к этому. Спасибо, Газалихан. Ну, мы, наверное, уже будем подходить к концу. Попрошу каждого из гостей, участников дать свое напутствие нашим слушателям. Ну, первая рекомендация – это садиться за стол переговоров. Когда почувствовали, что что-то не так, что вроде бы отношения катятся по наклонной, набраться в себе мужества, силы и сесть за стол переговоров. Потому что, как говорят ведические специалисты, отношения – это самый главный аспект. В отношениях мы ранимся, и в отношениях мы исцеляемся. Это вот постулат. А отношения, они зарождаются только в процессе общения. Не бояться садиться. Кто-то один должен брать ответственность на себя и садиться за стол переговоров. И давать возможность друг другу высказаться и не ссориться сразу, а брать какую-то паузу. Потому что пауза, она дает возможность остыть и осмыслить, и уже к переговорам подходить более-менее с остывшим сердцем. Дамир Хазрат, что вы скажете? Я человек Корана, поэтому скажу по Корану. Марьям, есть сура в Коране, Марьям, есть сура в Коране Юсуф. Два примера. За целомудрие и добродетель Марьям, да пребудет над ней мир, была вознаграждена сыном, который стал одним из знамений Аллаха, пророком великим, Иса алейхиссалям. Юсуф, когда его постаралась совратить женщина, вы представляете, раб, его родные братья бросили в колодец. В колодце он сидит несколько дней. Его подбирают путешественники и продают в Коране сказано, за незначительную цену. Пророка продают за незначительную цену. То есть вообще до такой степени пренебрежение к этому человеку проявляется. В султанский дворец, в дворец короля. И там его пытается совратить королеву, а он раб. Кто ты раб? То есть ты должен исполнять все, и тебе за это будет миска еды там, и избежишь побоев. Нет. Вот представляете, чувство самости, мужества остается в этом парне. Тогда еще парнем был. И он отказывает в близости жене короля. Хотя логика говорила бы, что все будет на мази. И ты раб, у тебя нет выбора. Он не стал себе искать оправдание. Однозначно он убежал. Он предпринял все попытки избежать этого, что он даже побежал к двери, что его там за спину схватили и рубаху на нем порвали.
Его посадили в тюрьму. Его обвинили в том, что он не делал. Весь спектр, понимаете, клеветы вот на него, незаслуженного наказания излились. Он сидит в тюрьме, и к нему приходят за наставлением относительно сна, чтобы он разъяснил. И начинает он со слов восхваления Бога. Он нисколько на Бога не обиделся. Учит единобожию и потом только говорит о их проблеме. Дает им толкование сна. И представляете, когда потом его выпускают из тюрьмы, он говорит, я не выйду, пока вы не сделаете меня аля хазаинуль арт, условно говоря, министром сельского хозяйства, министром экономики всей. То есть он требует реабилитации себе, и это ему дают. И выходя, он начинает заботиться о этом королевстве. 7 лет он копит урожай, занимается всей экономикой, чтобы в следующие 7 лет народ не погиб. Вот это и есть вот благодетель человека. И мое напутствие всем, знайте, что у Бога уготовано для вас намного больше, чем вам приличает сатана. Если вы начинаете делать некоторые шаги к блуду, к измене, вас ведет шайтан. Вы стали просто оружием. Это не вы принимаете решение. Это не вы правите балом. Это не вы кормчий. Кормчий другой. Рогатый с копытами. Вы просто инструмент. И если вы способны будете отстраниться от этого, у Бога вам уже приготовлено наилучшее воздаяние. И вы обязательно останетесь ими довольны. Помнить, что благочестие ведет только к добру и к ответному добру от нашего Создателя. Аллах никогда праведных рабов не оставляет без своей помощи и поддержки. Еще хотела бы добавить. Найти в себе мужество, сесть за стол переговоров. И второе — это образовываться. И третье — это если нет сил сесть за стол переговоров, и образовываться не хочется, прийти к авторитетному лицу на консультацию, к священнику, к православному или же к хазрату, к психологу. Найти, не разбегаться сразу же. Все же попытаться спасти семью. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу еще сказать, вы знаете, в Алжире есть такая штука, как тоже неверность. И есть такой урок, который преподносят неверным. Для того, чтобы развестись, нужно доказать, что ты неверный. Если раньше нужно было привести 4 свидетеля, то теперь можно просто привести полицию, которая фиксирует акт неверности. И это некий тоже такой урок неверным, то есть ты становишься, можно сказать, популярным на весь город. Все об этом знают, в том числе официальные органы. И я считаю, что это тоже такой некий способ борьбы с неверными. И хочу сказать, что не поддавайтесь соблазнам, провокациям со стороны окружения. Если кто-то нападает на вас, то есть умейте защищаться. Если кто-то нападает на вашу семью, рекомендует, давай быстро разводись, мы тебе сейчас сразу быстро найдем новую жену, нового мужа. Всегда слушайте свое сердце, всегда думайте своей головой. И вот сейчас уже на протяжении многих лет, когда я уже с этим справилась, то есть я понимаю, что я сейчас в Алжире, я вернулась обратно в Алжир после Татарстана, я осознаю, я сделала очень правильное решение, что я не развелась, что я не послушала людей, которые мне говорили, давай, ты ему не нужна, он не приедет, все, он уже давно нашел себе вторую жену. Вот сейчас я смотрю на своего сына, как он играет с папой, как они гуляют, как они ходят в мечеть, какой он счастливый. И я понимаю, Боже мой, спасибо, Аллах, что ты мне дал мудрость. Мудрость противостоять вот этим всяким соблазнам, провокациям, людям, которые недалеки, можно сказать, у которых было какое-то свое мнение. Вот в этом случае нужно всегда понимать, что если Аллах тебе дал супруга или жену, значит, это не просто так. То есть, скорее всего, он хотел, чтобы вы были вместе, что это, скорее всего, не ошибка. А значит, нужно уметь бороться за свою семью, за свою любовь, за свои отношения, за свою чистоту и в частности, за свое достоинство, как мужчины, так и женщины. Не надо уподобляться тем, кто ведет себя недостойно. И в первую очередь мы должны это делать для своих детей, потому что мы для них пример. А это наше будущее. И я хочу, чтобы мой сын вспоминал
что мама с папой были вместе, что они были счастливы, у них была любовь, и я тоже так хочу. Вот я хочу, чтобы он тоже строил семью, основываясь на этом примере. И я всем желаю счастья, любви, вдохновения и, конечно же, творчества. И амин, иншаллах, надеюсь, что этот подкаст, конечно же, тоже берекетлі булсын, пусть он принесет какое-то благо людям, которые, может быть, находятся в каком-то сомнении, может быть, на перепутье, тоже в каких-то проблемах. Вот пусть это все будет для нас, так сказать, некая мудрость, наш опыт принесет кому-то, может быть, тоже правильную дорожку, которая изменит его жизнь и приведет к счастью, иншаллах. Подкаст «Герой нашего времени» или «Как мы дошли до жизни такой». Разбираем ключевые события и тренды.